война. Как получилось так, что нашему музею передали в оперативное управление здание Якутской городской мужской прогимназии в 2008 году? Ведь только вот в 2007 году мы переехали на новое здание по улице Кирова, 31, на 3-м этаже. Но давайте вот начнем с предыстории создания уникального, единственного в мире музея, который пропагандирует устные память. Да, вы знаете, вообще мы организовались как общественный музей в 1989 году, 1989 году, а государственным стали в 1991, тоже в 20 веке. И мы располагались поначалу в здании, которое нам передала вот прямо из рук в руки музыкальное общество республики. И до этого это общество называлось хоровым обществом, а потом оно стало музыкальным. И председателями этих обществ были такие известные музыканты, как Феникс Баишева, вот хоровым обществом руководила, и при ней была всегда вот организатор всех этих шествий, этих выступлений на площади Ленина, хоровых. Вот такая боевая ее заместитель, вот секретарь этого общества Любовь Архипова. И вот она же стала, конечно же, и помощником председателя музыкального общества. И когда это вот случилось на собрании музыкальной общественности, когда единогласно была избрана председателем музыкального общества Онегина Егоровна Ильина Дмитриева. И вот, значит, конечно же, она сказала: если вы найдете нам, мы живем в таком холоде, она предупреждала, мы живем в таком холоде, мы живем в таком необустроенном доме, старинном, говорят, памятник архитектуры, ой, до этого кто тут только ни был. И вот мы нашли, договорились с агропромом республики, что в 2 комнатки вот рядом дадут и вот этим нашим музыкальным и культурным учреждениям. И они переехали, и вот мы стали хозяевами вот этого дома. И, кстати, вот только что мне пришла вот эта вот мысль, что это был действительно памятник архитектуры XIX века, и это было здание Русско-Азиатского банка, которым руководил вот Федор Егорович Ширгин, и который выстроил когда-то, завещал на своей территории построить вот прогимназию. Вот тоже. Но вот как это все было? Сначала приехал к нам, мы все страдали от того, что у нас не было концертного зала, ну хотя бы общего с Хамусом. Нет, не было. И все писали, что вот почему не на 1-м этаже, где должны, как должны подниматься к нам пенсионеры. Там. В общем, это столько проблем, такое вообще необустройство. Ну вот все-таки решили и собрались силами, и все это организовали. И экспозиции, и формы работы. Вот мы стали первым кинопроизводящим музеем. Как рассказать об эпосе? Ведь его надо исполнить. И вот наш первый мультфильм, одночасовой мультфильм, был создан именно вот по Нюргун-Батору Стремительному, по великолепной эталонной записи на фирме «Мелодия» Гаврила Гавриловича Колесова. Это его творческий подвиг. На будущий год мы вам расскажем, потому что это будет 50-летие вот такого его подвига творческого, записи всего Нюргун-Батора на ленинградской фирме «Мелодия». Вот. И так были рады, когда наш премьер Егор Афанасьевич Борисов, позже он сразу же стал президентом, то есть никто там не менялся, что говорил, то и должен был бы и сделать. И вот он говорил с трибуны о том, что мы решим, наконец, проблему 2 музыкальных музеев. На 1-м этаже будет музей музыки и фольклора народов Якутии, на 2-м этаже будет музей Хамуса. Мы так были рады, мы на крыльях летали, мы ходили вот на собеседование в Министерство земельных отношений, вот как нам оформить вот эту землю в передачу, значит, вместе с памятником вот банку. И нас переселили в необустроенный дом, о том, что нам был обещан вот этот каменный дом вот на 1-м этаже, вот как мы обустроены, какой будет вестибюль. Ну,
Ну, что вы думаете? Конечно же, обманули. Это кошмар был. И вот они на наши деньги, вот 25 миллионов, которые правительство которое выделило нам на первый этаж, также должен был ходить и музей Хамуса в правительство, чтобы получить деньги на свой второй этаж. Значит, но они этого не сделали, у них не было практики вообще заниматься домом. У них не было дома. И ждем. А они, Тютюнников, что сделали они с Грабцевичем, зампредом нашей республики, приехавшим из Мирного, тоже строителем, кажется. И вот они сделали следующее. Они на наши деньги выстроили 3-й этаж, вспомогательный. Где вы в городе еще видели? Везде обычно 2 этажа вспомогательных. Тут, значит, магазины на 1-м, 2-м, или там спортивные какие-то кружки, либо рестораны. А в нашем здании выстроили 3-й этаж вспомогательный. Я не знаю, он ведь задуман-то по типовому проекту только на 2 вспомогательных этажа, но, видимо, мы не такие тяжелые, чтобы проседало под нами. И вот это было такое крушение всех надежд на 3-й этаж, без лифта, как будут приходить к нам наши пенсионеры, там, и вообще вот наши знатоки, вот все фольклора. Это был ужас. И вот приехал в то время, прямо вот приехал, помните, наверное, единственный концерт Владимира Спивакова и его ансамбля «Виртуозы Москвы». И вот это же мы же с ним вместе жили в общежитии, и в Центральной музыкальной школе это был интернат, и позже в общежитии Московской консерватории мы хорошо знали друг друга, мы в одной школе, в одной консерватории учились. И вот мы заготовили к нему письмо, значит, да, и пошли звать его сюда. Этот ансамбль гастролировал только что в Японии, и каким-то образом вот давно их пригласил сюда Штыров, Вячеслав Анатольевич. И вот они прибыли сюда, самолет их стоял, они все расположились в нашем Тындархане и отдыхали, а он вместо отдыха, бедный, должен был, мы его привезли на такси, сами, бедняги, значит, и показали ему наш музей, и он был потрясен, что музей фольклора невидимого, как вы его, значит, демонстрируете, сами поете, или я-то говорю, я-то играю концерты, а все остальное у нас или живьем, или вот в виде экспонаты. Но у нас нет концертного зала. Володь, может, поможешь, может, твоя подпись вообще на что-то воздействует. И вот он написал, вернее, продиктовал, да, свое письмо и написал: Вячеслав Анатольевич, уважаемый Вячеслав Анатольевич, всегда интересуюсь судьбами однокашников из интерната Центральной музыкальной школы. Это действительно так. Он прямо, когда с ним бывают какие-то передачи, то он рассказывает нам новости о каких-то других там мальчиках, с которыми он дружил. И оказывается, они поддерживают вот отношения. И издали поражался деятельности Аизы Решетниковой. Возможно, к ее многогранности здесь привыкли, но поверьте, нигде в мире нет пианистки, которая помимо сольных концертов, сделавшей в радио и телеэфире сотни передач, это так было. Я говорю, вела много циклов передач сольных и с певцами, пишущие не только критические и музыковедческие статьи, что я должна делать, критиковать и объяснять, вот, но и научные монографии об архаических памятниках фольклора, организовавший Музей музыки и фольклора народов Якутии, международные конференции по шаманизму, там, не буду перечислять, он этого не написал, просто он был поражен, что, Аиска, ты все знаешь, да, это что такое, вот, и публикующие книги
книги, снимающие этнографические фильмы, защитившие диссертацию кандидата исторических наук, чему он поражался больше всего, что эта книга, оказывается, была защищена как диссертация. Уважаемый Вячеслав Анатольевич, я прошу вас поддержать Аизу Решетникову в реализации ее просветительских идей, требующих соответствующего пространственного решения, пространственного воплощения и камерного концертного зала. И дальше вот фломастером, тут, конечно, копия, но там красным карандашом вообще написано с пожеланиями добра и удачи во всем, с уважением, Владимир Спиваков, и написано его звание «Народный артист СССР». Этот удивительный мальчик, добрый, он очень, конечно же, никогда не был высокомерным. После всех этих премий точно так же, значит, здоровался, спрашивал, интересовался. И вот меня вызвали на заседание к вице-президенту. Это наша Евгения Исаевна Михайлова была довольно-таки продолжительное время вот вице-президентом при Вячеславе Анатольевиче. Я пришла, и вдруг мне сообщили, что нам выделяется вот прогимназия, да, вот, которая стоит на пересечении Кулаковского и Ярославской. Все-таки Вячеслав Анатольевич был президентом-строителем. Он знал про федеральный закон 73 о обязательности воссоздания вот, памятников истории и культуры. И он ежедневно проезжал, представляешь, бедный, проезжал мимо этого нашего памятника будущего. И этот больной зуб, мимо него проезжали и гости его. И когда я пришла обескураженная на работу, прямо я созвонилась, и все прибыли, в это уже конец рабочего дня. Я позвонила о таком, новости такой сногсшибательной. И вот, значит, и когда я рассказала, что я училась в этом здании, третья школа была тоже там, и что я знаю все уголки, все, значит, рассказала, какие там комнаты, да, и мы все, это вот будет зал фольклора Якутии, вот там будет зал тунгусский, Эвенов и Эвенков, вот там будет зал арктических народов, юкагиры, долганы, чукчи, и русское устье не забудьте, кто-то выкрикнул. Ну, конечно, куда мы без русского устья, этих русских на Индигирке, которые прибыли туда в 17 веке. И, конечно же, сначала я рассказала о том, что у нас будет концертный зал. Это свершение мечты всех этих лет. Всегда мы выступали в каких-то комнатенках, а вот в зале мы выступали редко, только выезжая по ассоциации, только выезжая по приглашению Ассоциации музыкальных музеев там, в других странах, вот в Азербайджане, в Казахстане, в Белоруссии, ну и, конечно, в знаменитых музеях там, Чайковского, Скрябина, Рахманинова. Вот. И всегда приезжали и показывали вот эти концертные залы, которые и на улице вот, сидят они все. Эта мечта была невообразимая. Аиза Петровна, вот одно из ваших мечтаний сбылось. Но начались, конечно же, хлопоты по статусу здания. Оно не было еще памятником вот, республиканского значения. И вот, конечно же, получить различные статусы разрабатываемым тогда государством вот, отношения к памятникам, закон готовился, значит, дополнялся, вернее, российский закон 73-й о памятниках, о статусе их и вообще о том, как нужно к ним относиться. Кстати, мы узнали, что во всех памятниках отреставрированных, и это касалось их всех, что в отреставрированных памятниках должны располагаться только вот сеть музеев России, государственные сети. И это очень нам помогло. Сколько раз пытались у нас отнять это здание. Мы пошли когда в земельную комиссию куда-то, и один из членов этой комиссии узнал, что здание наше.
он нас стал бомбардировать письмами о том, что отдайте мне отдайте этот памятник. Вы никогда его не отреставрируете, а у меня есть вот строительная организация. И я там устрою вот прекрасный детский центр. Ведь детям зимой некуда ходить играть, а там у меня будут игровые центры. Мы помним, как под детский центр забрали вот это здание, вот, где была типография, вот напротив Дома книги. Ведь там должен был быть центр детский, а теперь рынок, да? И, конечно же, я не против рынков, но не объекты же культурного значения делать ими. И вот когда он стал нас преследовать, это сын очень известного архитектора, и не только звонить, но мы его попросили написать. И вот он написал и подписался всеми своими регалиями. И вот само земельное, значит, министерство, вот это, вернее, там, вот это министерство, оно, значит, требует от нас, чтобы мы отдали этот памятник, вы никогда не... И сам подписался он. Но ему ответили мы не ему, а написали Галине Данчиковой, председателю правительства нашей республики, и его директору. И напомнили все законы, которые касаются памятников истории и культуры. И мы напомнили даже инструкцию, там, 65, там, 77, вот такую инструкцию. Вот у нас работал тогда удивительный знаток всех законов, касающихся памятников. Очень большой авторитет в области защиты памятников Лена Степанова. И, значит, вот мы с ней писали о том, что и выиграли вот все знания вот всех этих инструкций, что после реставрации здание должно отдаваться именно сети государственных музеев. И вот поэтому никаких там детских центров не должно быть. И вот и мы победили его, и он ушел из земельного, его ушли, скорее всего, и пусть занимается своим строительным делом. А как вы охраняли здание? Мы наняли, во-первых, вот вагончик, и там сидели, сменяя друг друга, 2 вахтера. И вот именно в тот день поджога, вот, да, он обошел. Мы так просили вот эту видеоохрану, да, вот эту видеонаблюдение. Ну, нам вот 16 тысяч не нашлось в Министерстве вот, культуры, и всегда во всем отказывали. И наш сторож очередной, там их они сменялись, в вагончике у него был телевизор, он, значит, обошел, все в порядке, знойное лето, хотя уже на дворе август был, по-моему, вот, и зашел, и тут же загорелась крыша. И вдруг начали кричать гастарбайтеры, которые располагались вот в таком ангаре. И выбежали, и начали все звонить. Ну, позвонил он. Слава Богу, что есть и такие телефоны. Позвонил в скорую, пожарку, и она очень быстро, на удивление, приехала. И потушила пожар, да, и, ну, там кое-что упало, там, конечно, вот то, что случилось, нам сказали не трогать ничего, и, значит, все-таки началось расследование, следователи о причине пожара и обнаружили химию, какие-то химические на крыше, и вот это все с крыша-то сгорела и обвалилась, но больше там... Но удивительный у нас все-таки фундамент, ребята. Это что-то, это фундамент из бутового камня. Вот как бы ни было, а вот посмотреть вот так в анфас, прямо вот, а вот посмотреть на здание, он стоит ровненько. Он за все эти годы, вот через 3 года зданию исполняется 150 лет. 150 лет деревянному памятнику, единственному на всей территории, значит, Сибири и Дальнего Востока. Вот такой не сохранился, потому что всегда находились те, кто хотел снести его, устроить там автостоянку, вот как вот наши, так сказать, доброжелатели в кавычках. Петровна, в прошлом году в вашей статье в «Якутске вечернем»
А насчет вот нашего здания тоже вышла ваша статья, где вы очень хорошо пишете о том, что вот Федор Егорович Шергин, он именно не зря там построены вот эти здания. Особенно про гимназии. И вот особенно шахта, действительно. Вот, Федор, вы знаете, я вдруг сегодня поняла, что и первое здание принадлежало, так сказать, Шергину, вот Русско-Азиатский банк. Он был заведующим российско-американской компании. Вот когда продали Аляску Америке, то вот был и Русско-Азиатский банк, и вот эта территория тоже принадлежала вот этой компании. А заведующим был он. Там был и дом Шергина, этого великого горожанина. Сначала он рыл колодец, желая облагодетельствовать Якутск вот колодцем, да, что ведь не было колодцев. Вы сами знаете, что у нас под землей вечная мерзлота, а тогда не все знали об этом. И вот все-таки он решил проверить, до какой же там точки мы дойдем, чтобы была возможна вот эта скважина водяная. И вот что пили люди в то время? Что вообще пьют по Якутии? Что пьют в Якутии, когда нет вот этих вот скважин, да? Что делаете вы на даче, когда приезжаете, а воды нет рядом, озеро там? Вы строите сначала подполье, чтобы в конце весны наполнить это подполье такими брусками чистейшего льда. Вы пьете экологически чистую воду рек и озер наших. И вот, конечно же, колодцев не было тогда, вот Шергина. И вот зато он открыл вот вечную мерзлоту. Вот этот феномен был открыт вот благодаря его упорному желанию снабдить якутян вот колодезной водой. И случайно, конечно, но вот он сделал такое открытие. Но, к сожалению, вот его дом, самого Шергина, снесли. Он стоял, никому не мешал, так сказать. Он до недавнего времени, пока не построили вот эти каменные дома, хотя могли-то уж их и чуть-чуть, значит, туда-сюда повернуть и сохранить вот дом вот этого великого горожанина нашего. Вот заначка вот этой территории у Шергиным, он был великим вообще человеком, который знал цену земле и знал, что нужно сделать на этой земле. Все просвещенные, образованные люди Якутска в то время ставили вопрос, собирали деньги. Вот мы тоже бедные, собрали 12 тысяч, конечно, этого мало, но они собрали 15 тысяч еще тех золотых рублей вот, на то, чтобы построить здесь вот, мужскую прогимназию. Здесь было только вот уездное училище, которое не считалось классическим, это образование. И рядом вот стояло, потом появится здание вот реального училища. У нас был якутский губернатор Лохницкий, и вот он, учитывая вот это мнение образованного класса нашего общества, он написал прошение, познакомил с этой идеей губернатора, в Иркутск написал. А он, уже положительно отнесясь, особенно к уже собранным деньгам, вот о том, что такое желание у общества иметь образованных детей, что он послал свой запрос в Государственный совет. Вы знаете картину Репина «Государственный совет России»? Вот он висит в Русском музее, это целый полкоридора там занимает. Это расшитых мундирах, алых, с золотом расшитых мундиров. Вот государственные советники собрались решать, и вот они проголосовали за нашу прогимназию. И вот в 1870 году началось строительство. Почему началось? Потому что место подарил Шергин, этот выдающийся благодетель наш. И уже через 3 года, в 1873 году, это здание было окончено.
И на 26 сентября, по-моему, да, вот это было открытие, там и епархиальные, значит, в общем, там была вся церковная элита, там был сам губернатор, там вообще директора и учащиеся всех остальных учебных заведений присутствовали. Ну, если вы спросите меня, кто такие эти были замечательные директора, то я вам скажу, что я их не знаю, но у нас в музее уже запланировано, что один из больших классов, вот по этой лестнице взбираешься, вот тут сразу, значит, этот класс, и он называется «Выпускники прогимназии и реального училища». Я знаю, что никто выпускниками реального училища заниматься не будет, но тут мы, думаю, соединимся с историками, с другими факультетами, со всеми факультетами нашего университета, чтобы они нам рассказали о своих выпускниках. Никто из вас, и нас, и меня в том числе, не знал, что был такой выпускник Иван Лаврентьевич Кондаков. Кондаковы в Вилюйске живут, это вилюйские казаки и якуты тоже. И вот этот мальчик из Вилюйска, он потом окончил, видимо, вот я дальше не знаю, что он окончил, но узнаем. Этим занялись сейчас очень серьезно в Вилюйске. И он доехал до Тартусского университета и остался там преподавателем. Он был профессором избранным. Химик. Мы потом вам расскажем, в какие годы он открыл искусственный каучук. То есть вся резина, на которой вы ездите, вот резина искусственная, все это на его формуле ездят. И вот не случись войны, я думаю, он бы получил Нобелевскую премию. И около Тартусского университета при всей антироссийской фобии стоит ему памятник, потому что он учился и работал там. И вот он, потом я не могу не сказать о Василии Васильевиче Никифорове Кюльмнюре. Он ведь дослужился до якутского губернатора. То есть какие университеты он там кончал при этом, какие диссертации защищал, тоже надо перечислить все. И Марк Николаевич Жирков, он был самоучкой-скрипачом. Ему подарили скрипку. На слух-то он все подбирал. А нотам он научился именно в прогимназии. И он стал записывать. Сначала он запоминал эти мелодии Аланхо, потом приходил и записывал то, что он запомнил и мог сыграть на скрипке. И так появилась наша первая опера «Ниргун-Батор стремительный». То есть и первый наш основоположник литературы Алексей Елисеевич Кулаковский. И когда будет 150-летие здания, мы все равно проведем это 150-летие прогимназии, и тогда мы устроим этот юбилей, чтобы все остальные учреждения, образования, просвещения, факультеты университетские, училища, все пришли поздравить своего дедушку, прадеда, это здание прогимназии, и покормить его фундамент вообще из бутового камня. Вы посмотрите сейчас, он даже, если встать на другую сторону улицы, он стоит, этот бутов камень, и не шелохнется. И, конечно же, нам очень радостно, что такой знаток реставрации, они там, наши, так сказать, соперники, они почему-то говорят, что оно не подлежит воссозданию. Кстати, два термина они не знают. Одно дело реставрация, другое воссоздание. И воссоздание это возможно. Ведь у нас в любом случае, даже если бы только фундамент остался, по федеральному закону 73-му, Путин даже воссоздал Чудов монастырь, потому что в Кремле не терпели этих монахов, снующих, видимо, в начале советской власти, и решили его снести, этот Чудов монастырь. А хороший фундамент, давайте построим здесь здание. И в 30-е годы выстроили хорошее здание, которое Путин снес.
И выстроил этот вот монастырь Чудов, ну а в фундаменте еще вот недавно совсем были вот кадры о том, что там располагается теперь очень интересный археологический музей. То есть вот эту статью о сохранении, о воссоздании даже хотя бы, если сохранился бы даже только вот фундамент, по закону должны воссоздать это здание, этот памятник истории и культуры. И вообще, когда вот случился пожар, очень многие, вот, кто там мы-то начали субботники там разбирать, потом нас приостановили, чтобы узнать причину-то, следствие же было, и нашли этого поджигателя. Значит, и ну, он сказал, что ему заказали. Ну, в общем. Аиза Петровна, вот вы немножко упомянули, но я все равно задам вопрос. Последние 2 года вот по СМИ появляются и не прекращаются в виде публикаций, эти виде высказывания о сносе, о переносе наших зданий. Это вообще безобразие, конечно. Вот, и знаете, эти статьи публикуют вот сами. Есть такая общественная организация, благородная по своим, в общем, посылам, по своим целям, задачам. Это ВОО, Всероссийское общество охраны. Что же они охраняют? ПИИК, памятники истории и культуры. Вот ВОО ПИИК. И вот именно председатель вот городской вот организации этой, Андрей Высоких, прямо мало ли что, он был в подсобных, помогал рабочих у Шельца Рудольфа Фердинандовича, вот восстанавливали, когда вот этот вот замечательно восстановили под руководством Чехота. Нет, вот давайте все-таки воздадим должное пионеру процессов реставрации памятников истории и культуры в республике Саха-Якутия началось с чего? С реставрации библиотеки. Вот той первой публичной библиотеки, вот приехали чешские специалисты, и у нас на кухнях, вместо того, чтобы вот как сейчас обсуждать там всякие войны, мы приносили друг другу новости с этой вот стройки великой, реставрации, до каких все подходили к ним, что они там делают сегодня. И все приносили вот эти новости о том, что, оказывается, нашего здания это каменного был Бутов камень тоже. И, в общем, каждая новость вообще обсуждалась, и удивлялись все вот этим приспособлениям вот реставрационным. У нас, конечно, таких аппаратов не было никогда. И вот он отстроил, сначала поднял и сделал из него дворец. И библиотека стала национальной библиотекой, а была просто вот библиотекой, правда, очень любимой народом имени Александра Сергеевича Пушкина, но вот с этим статусом такого здания, и, конечно же, она стала национальной библиотекой и так прекрасно работает, так прекрасно цифрует. Вот, например, она оцифровала всю коллекцию библиотеки Уллы Йоханссон. Все в мире могут пользоваться теперь ее библиотекой. Ну вот после библиотеки он потом поднял вот здание ректората. До этого это был окружной суд, там ректорат. Нет, сначала там был Верховный Совет нашей республики. Я помню, у моей подруги отец там работал, и мы туда заходили, с эти высокие потолки. А потом уже стала там располагаться Академия наук нашей республики. И вот сейчас мы так благодарны Рудольфу Томашевичу, этому выдающемуся реставратору, чьи интересы вот распространились, вот эта благодать упала и на республику Якутия. И вот мы недавно были с ним там на объекте. Пусть другим ребятам кажется, что вот деревяшка там обрушилась, и все это, сказал он, совершенно, оно будет восстановлено, в этом сомнений никаких нет. Только вот нужно действительно купить эту лицензию на реставрацию, и это все миллионами, знаете. И он уверен в том, что вот та прогимназия, к которой якутяне относятся как к Царско-сельскому лицею, по значению это то же самое. И вот после пожара
Мы там что-то пытались разгрести. Ну, в общем, люди приходили и плакали. Люди приходили и прощались с этим зданием. Буквально целовали стены. Потому что это их молодость, их детство, их воспоминания. Нельзя относиться вот к памятникам подобной глубины. Это прапрапрапрадед всего образования, всего просвещения в Якутии. Аиса Петровна, то, что вы мечтаете, оно всегда сбывается. И я в это очень верю. И ваш лозунг «Мечты в реальность» — это на самом-то деле оно сбывается. И вот здание наше по Кулаковского, 18. Как вы видите его будущее? Вот мы еще не решили, откуда заходить будем. Все-таки не с улицы же, да, там опасно, все. И вот, значит, мы, как заходишь, все остается. Вот, заходим, там есть раздевалка, там целый вестибюль есть, чтобы люди разделись. Или вечером они приходят на игры, танцы народов Якутии, там водить осохой, водить, значит, свои хороводы будут и тунгусы, и юкагиры. Все по расписанию. И учить будем детей, чтобы они приходили. Вот, это раздевалка. Потом выходим в коридор. И вот в коридоре вот, слева это будет, может быть, на втором этаже, одинаково большие залы. Конечно, это будет вот, фольклор якутов. Потом должен быть кукольный театр. Вот, этажи я не знаю, да, как будем располагаться. Все-таки, видимо, в зависимости от того, кто будет приходить, кому раздевалка нам нужна. И вот должны быть зал якутов. У нас оно весь готов. Зал эвенков, эвенов, тунгусов. Да. Мы провели конференции музыкальной этнографии тунгусо-маньчжурских народов. Мы сейчас издаем учебные пособия по воссозданию эвенкийского эпоса. И вот я по образу и подобию якутских вот этих структурных таблиц сделала вот все опубликованные нингаканы, так называется эпос эвенков. И вдруг поняла, что вот они... Ну, это потом буду об этом, что вот я раскрыла фактически, да, вот в их появляющихся песнях, они появляются только в свадебной, в предсвадебной обрядовой ситуации. То, когда отец спрашивает, ты откуда? И он начинает песню петь, свою родовую. У каждой родовой песни есть запев «Угыле-угыле делегей», там «Киду-киду-киду-яр». Вот в этом напеве зашифрован музыкальный вот напев сам. Да? И вот в этих словах зашифрован напев вот этот родовой песни. То есть мы воссоздадим вот этим учебным пособием, которое по интернету будет доступно, которое можно будет в телефон закачать и потом до умопомрачения вот это учить наизусть. И вот в эсэхе этого года в Алекминске, я думаю, что какие-то школы уже выучат что-то, и наконец-то вот будут исполнены эти родовые песни, и вот и сам язык, вот эти прозаические фрагменты тоже у нас есть уже готово учебное пособие по воссозданию вот, звучания и прозаических отрывков, и песен, которые вот, в обрядовой ситуации вот, они изъясняются только песнями. Вот этим, значит, и вот мы разгадали этот секрет. Вот каждая песня вот, это, в эвенкийском эпосе – это родовая песня. То есть они все забыли, и родовые песни, и запевы эти, и сам эпос забыли. И вот вместе с нашим этим учебным пособием они сейчас воссоздадут этот вот и эпос, этот язык возобновится снова в природе. Они станут более смелыми, и мы воссоздадим эту музыкальную драматургию всех опубликованных эпосов, которые только вот текстами выходили. А теперь мы знаем, вот это запев, вот такой-то мотив имеет. И то есть вообще мы это вот с этого года начнем возрождать эвенкийский эпос. Да? Это другой зал, якутский, эвенкийско-эвенский.
потом будет зал севера. Вот это юкагиры, рядом чукчи в одном поселке, ну и долганы, они уже на Таймыре. Вот эти народы будут у нас вместе, вот прямо арктические. И затем, значит, русское устье. Мы не можем быть... Это такой был фурор, когда мы привезли их вот в Великий Новгород, и они стали говорить на твоем старинном 16 века русском языке. Фактически это был язык Михаила Ломоносова. Вот они этого не сознавали еще. И вот это, что касается народов. А, конечно же, у нас будет кукольный театр. Вот, да, кукольный театр. У нас уже сколько спектаклей-то? Да. И у нас есть еще видео, мультфильмы. Это очень много, по каждому народу уже есть. Вот разве что по русскому устью еще нет. И вот, конечно, все это предстоит нам делать. А еще будет зал физкультурный. Там был физкультурный зал, и мы будем играть. Это будет зал игры и танцы народов Якутии. Вот мы уже проводим их. Ездят девочки, значит, по улусам, по школам, детским садам и учат их там танцевать и объясняют, что это за вот игры. Вот, например, о игре. Вот, например, игра есть. Ну, вы все, наши это все знают. Все народы Арктики проводят праздник «Встреча Солнца». Он тогда проводится, когда Солнце, вот полярная ночь, и полоска Солнца возникает, да? И вот тогда люди начинают, парни и девушки, скорее всего парни, в мяч. Ну, шьется вот мяч из шкуры оленя, и набивается он со стриженным волосом. Очень плотный, да? И вообще-то больно, говорят, если попадает там, если он целится и попадает. Вот. А так его вот подвешивают на таком леске, вот, на веревке, к палке, и эту палку, этот мяч все время вертят все выше, выше, вот его, да, поднимают, а парни пинают его, этот мяч, и когда он рассыплется, вот это, значит, победа команды. Они, вот чукчи, юкагиры, значит, тундренные, и вообще вот эскимосы, там же ворон не улетает на зиму. Он считается священной птицей, и именно он крадет в верхнем мире для людей 2 кожаных меча, ну вот таких же, да, и своим клювом он их долбит, и они рассыпаются. Вот когда они рассыпаются, из одного выходит солнце на небо, а из другого луна. То есть он демиург, он принес им солнце и луну. И когда такие вещи вот мы рассказываем, и ученые участвуют в наших конференциях, и мы очень приветствуем все эти вот интерпретации с опорой на мифы, вот все. Это вообще будет вот такой музей. Вы еще приведете своих детей туда, и мы, во-первых, по приглашению хоть сейчас можем прийти в класс вашего ребенка, и приглашайте, зовите нас. Ну, сейчас просто пандемия. Вот пандемия, и поэтому... про самый последний зал, от которого все это началось. Да, ну, прямо видите, я даже не умею, вот я уже перестала мыслить вот концертным залом. Я знаю, что мы должны куда-то выехать обязательно, для того, чтобы показать вот наши видеоуроки. Вот князь, такая у нас есть, ну, урок такой есть на 50 минут. Это князь Игорь и хан Кончак, двоеточие, враги или родственники. Так что вот это очень даже все по новейшим исследованиям ученых, они ведь родственники. Вот, так что их дети поженились, у них был колыбельный сговор, вот они поженятся, когда вот вырастут. И кто их правнук был, вот этих детей? Александр Невский. Вот. Так что вот, и вот стоят вот такие задачи по каждому залу. В якутском зале будут вот раскрыты по нашему заданию
Медея Хрисанфовна Протопопова, она несколько лет читала по много раз вот книги всех, которые представили список, и она собирала досье на каждого из 12 божеств Аи. Вот что писал тот ученый, этот ученый, вот она создала, то есть она создала на основании всего изученного вот такие лекции по каждому Аи. И это будет в Якутском зале, и, ну, в общем, это мы заедем и сразу начнем работать, потому что все у нас есть. Столько выставок, все поставим на свои места и будем, значит, принимать гостей. И то, также... что сейчас у нас в фондах хранится, то, что мы сейчас не можем показать, мы да. все по залам, по всем народам покажем. И, конечно же, наладится у нас концертная деятельность вот, с учениками ВШМ, с артистами филармонии. Мы, в общем-то, хотя и не имеем зала, но мы работали и за пределами Якутии, вот с певицами Анна Дьячковская. Мы объездили все музеи Германии и Австрии. Эльза Петровна, и в завершении несколько слов обращения вот к общественности насчет нашего здания по Колоковского, 18. Вы знаете, для того, чтобы эта мечта осуществилась, у нас многое есть уже. Мы можем хоть сейчас переехать вот в подобное здание и заполнить его и экспонатами, и лекциями, и играми в физкультурном зале, и танцами, которые бы проводили мы вместе вот с нашими гостями, и изучали эти танцы, эти эпосы, памятники фольклора. Ведь нами подготовлено уже более 60 экспонатов. Ну, а заготовки в виде мемуары, там вот всякие съемки знатоков фольклора, ученых, их очень много. И хотели бы мы, конечно, для нашего концертного зала приготовить целый цикл с музыковедами республики, цикл истории якутской музыки. Ведь нам надо действительно музеифицировать творчество наших замечательных музыковедов. Для того, чтобы выполнить федеральный закон 73, мы должны, конечно же, собрать все документы и выполнить тем самым вот дорожную карту, которая предписана нам. Ну и в-третьих, мы должны добиться финансирования. Это, видимо, самое трудное, чтобы к юбилею республики уже вот нам открыть уже двери нашего отреставрированного, воссозданного памятника истории и культуры, столь значимого для просвещения, образования республики, чтобы встретиться с вами уже там. Дорогие друзья, поддержите нас, чтобы сохранить тем самым нашу общую историю.